Все, доброе утро. Собираюсь и еду дальше. Кстати, гироскоп хорошая вещь. Вчера смонтировал видео, мне вообще понравилось, никакой тряски нет. Вообще замечательно. Ну вот, расселись за обедом. Сейчас пообедаем, и я поеду дальше. Mắm hả? БНК наелся. Снова меня рыбой откормили. Все, сейчас дорогу с полным пузом поеду. Ну вот затарили меня в дорогу. Дали вон сколько этих пантеков. Лепешки Лембас, как из этого, из Властелина колец. Авокадо там дали. Этих штучек. Ну, чуть-чуть по мелочи так, блин. Я теперь до Нячанга доеду точно, наверное, на этой провизии. Классная вещь. Сейчас, еще раз. Ну все. Спасибо этому дому. Едем дальше. Ребята у меня проводить хотят чуть-чуть. Ну все, ребята. Нифига у меня рвется здесь. Ребята у меня 4 километра со мной проехали. Красавчики, команд, ребята, команд, давай. Все, команд. Спасибо большое. Все, давай. Спасибо. Facebook, write me. Facebook. Окей. Все, давайте, ребят. Пока. Команд. Все, ребят, пока. Теперь я снова остался один, наедине с дорогой. Сейчас думаю искупаться где-нибудь, там пляжики вон есть. Покупаться. То я утром не купался. Океан он заряжает энергией, когда купаешься. А это вот так вот криль сушат. Интересно. Это же криль, по-моему, да? Такой мелкий. Мелкие креветки, как типа. Разбрасывают здесь. Потом из них, по-моему, какие-то эти делают специи. Высушивают так, потом перемалывают. И, ну, насколько я знаю, насколько мне показывали ребята. Получается какой-то соус. Что они без соусов здесь жить не могут. Это мы-то в России. У нас соль да перец, все, больше у нас ничего нет. Ну, вообще, обычно. Ну, я, по крайней мере, так. Соль, перец есть, все, жить можно. А здесь у них много-много соусов разных. Да. Красавица. Ладно. Поехали дальше. Так, я сейчас свернул немножко с главной дороги. Посмотрю места. Может, палатку где поставить. Отдохнуть чуть-чуть. Морально. В уединении.
Сейчас бреду на один мыс. Куда? Я что-то так подумал. Что у меня провизия есть, пантеки, вода есть. Что бы мне не остановиться и на денек-другой отдохнуть. Я давно так хотел, уже мечтал спокойно отдохнуть. Сроки визовые во Вьетнаме свои все равно я уже профукал почти. Сегодня какое? 1 февраля. У меня 3 февраля уже заканчивается мое двухнедельное разрешение на въезд. Нахождение во Вьетнаме, точнее. Вот. Поэтому, что мне терять уже нечего. Нужно отдыхать нормально, пока я здесь. Красота такая еще. Фух. Иногда мне приходится велосипед тащить. Но это в кайф. Пускай отдыхает. Сейчас зато найдем классное место. Тихо. Тут вон караоке еще слышно. Вон там сидят молодежь. Они не умеют тихо отдыхать. Здесь много кактусов очень. И вот драконий глаз, он семейство кактусовых, вот он как раз похож на него. Только вот этого плод, как его назвать-то? Он, сейчас попробую. Нифига, он сладковатый тоже. Его можно есть, нет? Такой сладкий, похож как раз на драконий глаз. Ай, колючки. Ну, по-любому съедобный. Ай, вот эти мелкие желтые, как волосинки, блин, впиваются. Вон там уже спокойная бухта, здесь уже волны прибивает.
Сейчас еще чуть-чуть поразведаю местность, посмотрю. Хорошие места. Все, теперь я кактус буду обходить стороной. Эти мелкие ворсинки впиваются так. До сих пор выковыриваю из руки. Вон там ветряки стоят. Ветра, значит, здесь постоянно сильные. Ну да, с той стороны вон горы, с этой море. Тут ничего не остается, кроме как ветру задувать. Да, места здесь шикарные. Прям как будто меганом крымский какой-то. Пилишь, доходишь до красоты. То же самое. Никого нет здесь. Вот и сам мыс. Острие его. Высота. В общем, я нашел хорошее место. Скину координаты, где оно находится. Вдруг кто-то будет проезжать. Людей нет. Недалеко от трассы относительно. Вот там уже деревня, вон видно. Там бухта. Буквально с велосипедом пройти, ну, от силы километра полтора. И все, и здесь. Ну все, нашел место. Здесь в тенечке, наверху. Как раз и бухта видна, и океан уже виден. Хорошая точка обзора. Буду палатку ставить. Ну, нашел вроде место хорошее, песчаное, не каменистое. Скупнулся, вообще кайф. Если бы я сегодня не искупнулся, вот день бы зря бы прошел сегодня. Вот этот камень как раз вот мыс. Там какие-то слова по-вьетнамски. Я не знаю, что там написано, конечно. Что-то значимое или так. Привет, Вася. Ну, вроде какие-то серьезные слова. Фух.
Так ветряки мигают. Классно, синхронно. Вот она бухта. Спокойная бухта, красивая. Какая же красота здесь. Как я счастлив, что нашел это место. Сама рука Бога меня сюда привела. Каждый момент небо окрашивается какими-то новыми красками. Все хочется запечатлеть. Все, доброе утро. Сегодня проснулся от жары в палатке, вылетел оттуда. Вот сейчас пошел искупался. Вообще здорово. Вот всегда так надо начинать день с купания. Че, сегодня я еще останусь здесь. Посижу. Пантеки у меня есть. Сейчас прогуливаюсь по острову, говорю, по мысу. Смотрю, что интересного есть. Куда бы забраться? Фух, сейчас поспал пару часов. Прям прикимарило меня, так покупался. Сейчас вот проснулся. Надо поесть пантек этого. Хорошая вещь, такая сытная. Прям в дорогу самое то. Ими, наверное, как раз и питались вьетнамские войны, освободители. Такими пантеками.
Нифига там крабов сидят. Живой или какой? Эй, друган, ты живой? Не, не живой. А чё он так сидит? Да он сушеный какой-то. Капец, он как живой. Сидит такой здесь. Своей смертью, что ли, умер? Вот такие вот места мне запомнятся на всю жизнь. Вот я уже здесь сколько нахожусь? Уже сутки, да, чуть поболее. И оно вот для меня уже как родное место. Никого нет, людей нет. Наедине с собой, со своими хорошими позитивными мыслями. Светлая вера в будущее. Вера в светлое будущее. Вот. И оно для меня такое сакральное место уже, где я оставлю частичку себя. О, хорошо как. Соленая вода. Это не только источник жизни, но и хорошее лекарство от всего. Даже есть такое лечение под соленоватой водой. Она вытягивает все, соленая вода, из организма. Все дезинфицирует и вытягивает. Любой гной, любую. Я постоянно, когда на море, полощу рот морской водой. Хорошая вещь. Хорошая вода.
Доброе утро. Капец, ветер нагнало. Сейчас дождик будет. Скорее всего. Главное, чтобы палатка сейчас моя выдержала. Я ее еще боком поставил к ветру. Тут вариантов что-то не было. И ее сейчас колбасит нормально. Ой, все, дождик кончился. Такой замечательный аромат зелени, растений. Такая ностальгия прям. Мне это солнце уже добивало последние дни. Уже надоело. Все-таки в жизни нужно разнообразие в этом плане. Именно в погодном плане. В плане погоды. Потому что надоедает постоянное солнце. Постоянный дождь, нужно разнообразие. Сегодня дождь прошел и все классно. Позвоночник у меня уже говорит, давай-ка это, хватит лежать. Но сегодня еще отдохну здесь, посижу. Погода тем более такая хорошая, но на завтра прогнозируют дождь. 11 сантиметров осадков. Ливень какой-то будет. Устал уже лежать чуть-чуть, позвоночник, говорю, так дает свое веское слово. Вот это дерево называется казуалина. Я вначале думал, что это относится к хвойным деревьям, но нет. Родственники казуалины не ели сосна, как я думал, а береза, дуб, широколиственные деревья. Даже не скажешь. Да, интересно. Природа такие загадки выдает. Ну да, если так посмотреть, у него как у березы, если издалека смотреть. Как береза, висячие ветки такие. Но листья на хвоинки больше похожи. Но мягкие, не твердые. И на вкус вяжут. Тоже, в принципе, на хвою похоже. Но нет. Провизия, мои панкейки закончились. Но у меня есть еще рис, который нужно будет сварить. Вечерком, наверное, сварю. Классно здесь. Мне уже как место это сроднилось. Не хочу даже отсюда уезжать.
Сейчас думаю крабиков что ли половить. Тут они бегают иногда, большие. Никогда этого не делал. Попробую поохотиться. А вон говнюк убежал уже. Нет, что-то не получилось. Одного камнем попал, но я его поймать не смог потом в воде. Куда-то на глубину ушел. Надо какую-то пику остроконечную с ножом на конце, чтобы вот так вот в камнях их ловить. Руками я не хочу это делать. Вот, зато искупался. Сейчас наконец разгребаю все сообщения ВКонтакте, которые у меня накопились еще с Нового года. Поздравления с Новым годом, с днем рождения 22 января. Так меня вдохновили все эти ваши сообщения, друзья. Спасибо большое. Сейчас прям совсем другое настроение. Приятно слышать много хороших слов, отзывов от друзей со всего конца света, можно сказать. Вот. Вы меня вдохновляете такими словами, так что все взаимно. Спасибо большое. Еле костер развел. Без сухого огня, без сухого спирта тяжело разводить костер. Тем более сейчас все сырое после дождя. Без сухого спирта как без рук. Как же чудесно! Просто замечательное явление. Фу. Сейчас кашка сварится, еще поем с такими прекрасными видами. Кипит кашка из морской воды, с морской водой точнее, и соли добавлять не надо. Ну вот, еще один день заканчивается, световой, по крайней мере.
такая красота, неохота отсюда и завтра уезжать, может остаться. За провизией сходить тут недалеко, в принципе. 1,5 километра, тут оставить все. Сходить, что-нибудь прикупить. Ну не знаю, завтра посмотрим. Если в таких местах оставаться, так по 3-4 дня, то я до дома, может, только в старости доеду. Каша на морской воде оказалась плохой затеей. Она очень соленая. Я думал, может, чуть поменьше соленоватость будет. Вообще соленая есть почти невозможно. Вот так вот перевел я кашу в никуда, называется. Но зато буду знать теперь. Все же на опыте познается. Я же никогда не варил кашу на морской воде. И вы тоже знаете теперь, друзья.